С 22 по 24 марта в столице Якутии прошла крупная международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Ученые из России, Индии, Китая, Монголии, Казахстана обсудили актуальную для всего человечества проблему и внесли предложения по ее решению. Площадкой для дискуссии выступил Северо-Восточный федеральный университет. Деградация мерзлотных толщ, увеличение количества парниковых газов уже привели к повышению температуры уровня Мирового океана. Сегодня главная задача всего мирового сообщества – сообща понять, как сохранить этот хрупкий баланс между человеком и природой. В рамках прошедшей конференции большой акцент был сделан именно на совместную работу в этом направлении. Место проведения конференции было выбрано не случайно. Якутия – самый крупный регион в мире. Около 40% территории республики находится за полярным кругом, а Якутск – крупнейший в мире город, расположенный на вечной мерзлоте. Кроме того, в Якутии действует региональный закон об охране вечной мерзлоты и разработан проект федерального закона о рациональном использовании и охране вечной мерзлоты. Такой баланс позволит сохранить политику устойчивого развития, которая будет в себе сочетать, во-первых, необходимость сохранения хрупкой окружающей среды, а во-вторых, позволит решать социальные и экономические вопросы. То есть проблематика устойчивого освоения арктического региона, с одной стороны, сбережения охраны окружающей среды, а с другой стороны, экономическая политика ответственная. То есть это позволит предотвратить конфликт целей конкретными действиями. Во время конференции ведущие эксперты рассмотрели результаты проделанной работы за 2 последних года. Ученые обсудили проблемы мерзлотоведения в условиях изменения климата и интенсивных темпов промышленного освоения криолита зоны. Важное место заняло обсуждение современных методик изучения теплового состояния криолита зоны, эволюции мерзлых толщ, реконструкции истории ее формирования и развития инженерно-геологических и гидрогеологических исследований, а также методов и технологий сохранения и возведения фундаментов инженерных сооружений при изменении климата. Главная цель конференции – решить проблему, связанную с вопросами взаимодействия технических и природных систем в области развития сезонной и вечной мерзлоты. Основные вопросы, которые будут подниматься на конференции, это, конечно же, система контроля. Как контролировать эти изменения для того, чтобы делать какие-то инженерные решения. Это будут предложения, которые связаны с мероприятиями, позволяющими нормально адаптироваться к изменениям климата, поскольку это природные вещи, которые были, происходили и будут происходить. Также будут изменения происходить и в природной среде. К ним нужно быть готовыми. В первый день конференции в научной библиотеке главного учебного корпуса открылась дискуссионная площадка Российско-азиатского консорциума арктических исследований. На ней ученые обсудили прогнозы климатических изменений и пути смягчения их последствий, экологические риски и вопросы отраслевой адаптации, а также функционирования арктических и субарктических экосистем Якутии в условиях техногенного воздействия и глобального изменения климата. Кроме того, ученые обсудили дальнейшее сотрудничество. В планах организация консорциума. Иными словами, сети научных центров для исследования глобальных изменений климата. Была очень хорошая реакция на это предложение, когда мы озвучили и сказали, что вот у нас такой замысел есть. Сделать такую сеть исследовательских центров по всей территории Российской Федерации, даже включая и зарубежный север. Это трансекты, такие длинные шлейфы научного оборудования расставлены на большой территории, на большом протяжении. Это очень мощное исследование, такие еще никогда никто не проводил. Ну а в зале ученого совета Северо-Восточного федерального университета обсуждали тему «Актуальные проблемы криосферы. Взгляд молодых ученых». Одним из главных спикеров круглого стола стал заведующий кафедрой геокриологии Московского государственного университета Анатолий Брушков. По его словам, проведение такого мероприятия еще и с привлечением других стран позволит найти пути и способы обеспечения устойчивости жилья, инженерных сооружений, трубопроводов и дорог на вечной мерзлоте. Происходит не только повышение температур воздуха, изменяются и температуры мерзлых пород, изменяется несущая способность фундамента. К сожалению, уже сегодня у нас есть довольно многочисленные примеры деформации зданий, инженерных сооружений. И самое главное, мы ожидаем их в будущем. Поэтому здесь, в Якутии, очень важно предусмотреть и предупредить эти проблемы, которые будут возникать. И поэтому проведение конференции такого масштаба, причем с участием и специалистов из других стран,
конечно, важно, потому что это нам позволит найти пути, найти мероприятия, способы обеспечения устойчивости как жилья, так и строительных конструкций, инженерных сооружений, трубопроводов и дорог. Надо сказать, что много интересных докладов, которые подтверждают вот эти тенденции повышения температур и возникновения проблем, и при этом рассказывается и о способах, в том числе новых способах, которые позволят обеспечивать устойчивость фундаментов, зданий. Сегодня в Арктике создаются новые уникальные предприятия – транспортная, промышленная, социальная инфраструктура. Большое внимание уделяется охране окружающей среды. Как отмечают ученые, важно, чтобы эта работа опиралась на современные научные исследования и разработки, позволяющие и учитывать риски, связанные с изменением климата. Обеспечивать баланс между экономическим развитием и сохранением уникальной арктической экосистемы. В рамках изучения климата мы с Китайским морским университетом работаем, с Харбинским политехническим работаем, да, по глобальным проблемам. У нас имеется один большой проект, который мы реализовываем уже в течение нескольких лет. Это вот такие переносы вредных веществ или там загрязнителей по северному полушарию. Это у нас в Якутии 3 вот таких точки, да, на северной части, в центральной и южной Якутии, на территории Китая 4 точки. С российскими учеными согласны и их зарубежные коллеги. Ведь меняющийся климат – это проблема не только арктических государств, но и в целом один из самых серьезных вызовов нового времени. Здравствуйте, меня зовут Фу Джон, я представляю Харбинский институт. На базе нашего института мы создали научно-исследовательскую лабораторию, которая занимается арктическими исследованиями в сфере архитектуры, технологий. Я был в Якутске в 2018 году, и с тех пор мы продолжаем тесное сотрудничество с университетом. Всего научно-практическая конференция собрала около 500 экспертов. Мероприятие провели в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. В конференции приняли участие ученые из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии. Конференция имеет большое значение как в практическом смысле, так и в научном для специалистов и жителей Севера, потому как в первую очередь направлена на выработку совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата. Одна из секций, которая прошла – криолитозона урбанизированных и осваиваемых территорий. Мы и с российскими коллегами, партнерами совместно приводим повестку ESG. И это один из основных способов предотвращения быстро таяния вечной мерзлоты. И мы тесно сотрудничаемся с российскими партнерами. Научная библиотека Северо-Восточного федерального университета на один день превратилась в площадку для обсуждения серьезных планов. Эксперты со всей России выступили с докладами и предложениями. Цель – найти действенное решение и применить его на практике. Будут приняты рекомендации, которые будут адресованы именно исполнительной власти, правительству Российской Федерации, нашей республики в целях именно как раз минимизации негативных воздействий масштабного промышленного освоения и меняющегося климата. Будем надеяться, что таким образом мы внесем большую пользу именно как раз по минимизации всех этих негативных событий. Каждый участник предложил собственное видение решения той или иной проблемы. К примеру, заместитель директора научного института из Улан-Удэ затронул актуальную для Якутии тему сибирской язвы. В связи с глобальным потеплением появляется глубина протаивания уходит вниз, и могут появиться разные сибироязвенные захоронения. Нами в условиях сезонной и многолетней мерзлоты в Бурятии разработал алгоритм. И я хочу все рассказать, чтобы здесь, в Якутии, где пятая часть нашей территории, нашей страны, могут быть заброшены скотомогильники. И передать всю эту технологию, чтобы они могли распознавать, возможно, здесь заброшены скотомогильники.
Помимо чтений и совещаний в рамках конференции прошла выставка научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития». Было представлено 18 экспонатов, отвечающих по 4 направлениям – Арктика, изменение климата, вечная мерзлота и экология. По направлению экологии был представлен экспонат сорбента «Абура», созданный Институтом проблем нефти и газа в сотрудничестве с компанией «Газпассервис». Сорбент показал успешные результаты на участках таких чрезвычайных ситуаций, как ликвидация разлива на каскаде Вилюйских ГЭС и на грунтовых землях. При помощи сорбента можно без риска для здоровья устранить отходы с водяных и сухопутных поверхностей. Мы видим, что сорбент уже превосходит нефть, и берем обыкновенную сетку, да, то есть это традиционное устройство для сбора, и вот то, что в жидком виде у нас находилось там, мы спокойно, хоть совковой лопатой, хоть с очком, мы убираем, видите, вот даже сейчас вот взяв, мы видим, что сбегает чистая вода. Сорбент абсолютно инертен с химической и физической точки зрения. Он не является ни раздражителем, ни катализатором каких-либо процессов. Он натягивает на себя нефтяную пленку и за счет этого увеличивается в объеме. Даже собрав нефтепродукт на протяжении всего лета, следующей зимы и следующего лета, он может находиться с загрязнителями, которые не будут отдавать в окружающую среду никаких вредных веществ. Также в рамках конференции было принято решение о создании Всероссийской ассоциации геокриологов, которые будут работать с проблемой вечной мерзлоты. Штаб-квартира будет находиться в Якутске, в Институте мерзлотоведения. Необходимо так ассоциация, потому что климатическая повестка, влияние климата на мерзлоту, он будет еще десятилетия. И устойчивое развитие и арктических территорий, и вообще всех и полезных ископаемых, вообще освоение территорий, где расположена мерзлота, она будет действительно еще актуальна там, десятилетия. И необходимо к этому подготовиться не только с точки зрения фундаментальной и прикладной науки, что ассоциация должна объединять и специалистов, не только ученых, но и специалистов в крупных хозяйствующих субъектах. В том числе нужно готовить кадры в разные отрасли. Для того, чтобы узнать об итогах конференции, мы решили обратиться к проректору по науке и инновациям Северо-Восточного федерального университета. Были достаточно такие конкретные предложения, которые касались разработки и создания карт районирования устойчивости природно-техногенных систем крилитозоны к изменениям климата и антропогенным воздействиям. Также было принято решение, чтобы в приоритетном порядке регистрировать в государственном реестре объекты накопленного вреда в окружающей среде. Был также поднят достаточно важный вопрос, это по размещению отходов на поверхности мерзлотных ландшафтов, чтобы мы не загрязняли мерзлотные почвы и, опять же, тем же самым не наносили экологический ущерб нашей окружающей среде. Также был поднят очень важный вопрос, это об организации на федеральном уровне государственного мерзлотного надзора. В ракурсе вот этого вопроса также были подняты вопросы о конкретных рекомендациях и мероприятиях по жилищному контролю, где, например, было предложение ввести изменения в жилищный кодекс Российской Федерации, где были бы прописаны сезонно охлаждающие устройства, температурные трубки, ну и некие элементы, которые особенно актуальны для Севера и Арктики. Арктика наиболее подвержена глобальным изменениям климата. Средняя годовая температура воздуха на ее территории повышается гораздо интенсивнее. Ожидается, что к 2050 году температура повысится почти на 3 градуса, а при негативном сценарии к завершению века температура будет выше уже на 8 градусов. Главным решением, принятым в рамках конференции, стало решение об организации таких конференций каждые 2 года, для того, чтобы своевременно изучать изменения в вечной мерзлоте и успевать на них реагировать. Ученые сходятся во мнении, что если человечество не может предотвратить глобальные изменения климата, то приспособиться к меняющимся условиям в наших силах.